скажу еще раз. Я считаю, что это ошибка. Такого рода действия вызывают серьезные негативные настроения внутри абхазского общества. И я полагаю, что все это, та инерция, которая была запущена экс-президентом, естественно, перед высшим руководством Российской Федерации мы эти вопросы поставим, донесем информацию, что это все как бы неправда. Я абсолютно уверен, что руководство Российской Федерации воспримет эту информацию, все это исправлено будет, потому что никогда в истории такого не было. Все это началось, обратите внимание, это же надо причинно-следственную связь отслеживать. Все это началось после того, когда экс-президент начал выступать и говорить, что здесь в Абхазии есть определенные антироссийские настроения. Соответственно, если глава государства говорит такое, вот они и последствия. Поэтому глава абхазского государства должен донести до руководства России, что это все неправда. Я абсолютно уверен, что вся эта ситуация будет исправлена. И еще тогда вопрос вдогонку. Мы все видим, что выборы идут по чужому сценарию, так скажем, чужому. И в такой ситуации вообще все страны заявляют, когда видят вмешательство во внутренние процессы, все страны заявляют от имени правительства, от имени ЦИК, заявляют свой протест. В нашем случае это не происходит, мы как бы выдерживаем высочайшую степень деликатности, на мой взгляд. Но меня интересует, не считаете ли вы, что в этой ситуации вы должны требовать отмены выборов? Что касается реакции органов власти, к сожалению, это как бы находится вне зоны нашего влияния. Конечно, подобного рода вещи, они должны получать определенную оценку. Я считаю, что мы должны все-таки... Это же в наших взаимных интересах, на самом деле. Я хочу еще раз сказать, что если у нас горизонт планирования 2 понедельника, решить вот эту конкретную тактическую задачу любой ценой, не думая о долгосрочных последствиях, то да, цель оправдывает средства. Но если чуть заглянуть за горизонт, то мы видим серьезные негативные последствия, понимаете? Мы же не знаем, что будет происходить через 15 лет во всем нашем регионе, через 25 лет. Надо думать об этом, потому что сегодня молодежь Абхазии, она выразила свое мнение. И если когда вы говорили об Арасе Кучба, мы обратились в Министерство иностранных дел, к министру, для того, чтобы он отреагировал, но пока ответа нет, к сожалению. Будем надеяться, что ответ поступит. А это яркий представитель нашей молодежи, патриот, талантливый человек. Соответственно... Есть еще ветераны войны, депутаты. Я просто хочу сказать, что отношение к нему экстраполируется уже на всю абхазскую молодежь, на все подрастающее поколение. А это уже и сегодняшний, и завтрашний день. Вот как раз я об этом говорю, что надо думать 15-20 лет. Поэтому, конечно, должны реагировать. По всей видимости, как вы сказали, люди заняты, работают в штабах, им сейчас не до этого.